Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Айдар Гумеров. И сегодня мы покажем, как быстро распространяется огонь по постройкам. На стену он прихватил и все. В Казани сгорели 2 дома, сарай и баня. Расскажем, как и где нашли тело пропавшего 2 месяца назад 13-летнего подростка. Ребенок пошел на реку наблюдать ледоход. И историю любви на всю жизнь. Нет такого, где что я ее не люблю. Каждый день, каждый минут, можно сказать. Мужчина просит помощи у всех, кто знает что-либо о его пропавшей жене. Это не только сегодня в программе. Сгорели 2 дома, сарай и баня. Сегодня утром на улице Муромской авиастроительного района Казани огонь вспыхнул в одной из надворных построек. Пламя быстро перекинулось сначала на дом, потом и на дом соседей. Застройка там очень плотная. В огне лишь чудом никто не пострадал. В одном из домов находилась женщина, которая не может передвигаться самостоятельно. Сергей Хайдаров узнал, из-за чего возник огонь и что по этому поводу говорит владелец дома, откуда и стало распространяться пламя. У него солома, дрова, там, видимо, искра залетела, и хотя он это отвергает. Такой версии возникновения пожара придерживается Рафаэль Тухватуллин. Именно на его жилище огонь перекинулся с соседского сарая. О том, что его дом горит, узнал рано утром от жены. Когда вернулся с работы, а дома уже мало что осталось. Они скотину держат. Постоянно кашу там, что-то, еду какую-то варят. Ну, видимо, так. Восстановлению не подлежит? Все горело. Вот так сейчас выглядит дом пострадавших соседей. Из-за сильного ветра огонь перекинулся сюда за считанные минуты. Могли быть и человеческие жертвы, ведь в момент возгорания в доме были люди. Дома была у нас сноха, брата, жена, и мама была. Мама как раз спала с той стороны в угловой комнате. Человеку 86 лет, она у нас больная, она у нас на группе инвалидности. И была вероятность того, чтобы, если бы снохи дома не было, просто мама живьем сгорела бы. Сообщение о возгорании в доме по улице Муромской спасателям поступило в 7 часов 40 минут. Уже в 9 утра пожарные объявили о полной его ликвидации. За это время им удалось потушить огонь на площади 150 квадратных метров. Хозяин дома, откуда и стало распространяться пламя, считает, что причиной всему стало короткое замыкание электропроводки. Ну, общая пошла. Там у меня стена была. Вот на стену он прихватил и все. Однако официальная версия пожара сотрудниками МЧС будет озвучена после проведения специальной экспертизы. Сергей Хайдаров, Марат Саидгараев, «Вызов 112». Тело 13-летнего подростка обнаружили в реке Свияга в Буинском районе Татарстана. Накануне днем на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что вблизи села Черки-Кельдуразы по течению реки в Свияга плывет безжизненное тело подростка. Его извлекли и направили на судебно-медицинскую экспертизу. Эксперты не обнаружили внешних признаков насильственной смерти и подтвердили: погибший 13-летний подросток, пропавший 15 марта этого года. Он ушел из дома в селе Черки-Кощаково, что в 10 километрах выше по течению, и не вернулся. Тогда поисковая операция не увенчалась успехом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Подросток проживал в деревне Черки-Кощаково, находящейся в 10 километрах выше по течению. Со слов родственников, в день своего исчезновения ребенок пошел на реку наблюдать ледоход. В настоящее время его тело направлено на экспертизу. Не успел вовремя среагировать. В Набережных Челнах под колеса автомобиля Toyota RAV4 попал 10-летний мальчик. Все произошедшее зафиксировал видеорегистратор участника аварии. На снятых им кадрах видно, как автомобиль, двигаясь по улице Комарова в сторону Казанского проспекта, сбил мальчика, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Перед иномаркой он выскочил из-за вереницы автомобилей, стоящих в пробке. В результате столкновения ребенка госпитализировали с черепно-мозговой травмой и ушибами. Влетел под грузовик на полном ходу водитель «Лада» 10-й модели. Трагедия произошла в воскресенье вечером на въезде в поселок Джалиль. Сообщение о столкновении поступило на единый номер вызова экстренных служб в 8 часов вечера. Удар был лобовым и настолько сильным, что «Лада» практически наполовину залетела под грузовик. 45-летний водитель легковушки погиб на месте происшествия. По некоторым данным, мужчина находился в нетрезвом состоянии. Спасатели достали тело погибшего из искореженного автомобиля при помощи специального оборудования. Водитель КАМАЗа получил травмы грудной клетки и ноги. Один человек пострадал в столкновении 2 легковых автомобилей в Мамадышском районе. На объездной дороге близ города Мамадыш не смогли разъехаться «Лада» 14-й модели и «Лада Калина». Пострадал 46-летний водитель первого автомобиля. Мужчина был госпитализирован с переломами левой ноги и левой руки.
Не теряет надежды и просит помощи у всех, кто что-либо знает или видел его жену. Ровно год назад 78-летняя Анна Тимофеевна Тихонова пошла из дома в Нижнекамске в деревню Клетли, в которой выросла, но так и не добралась до нее. Поиски успехом не увенчались, женщина числится пропавшей без вести. Но ее супруг Тихон Савельев уверен, она жива, просто не помнит, где ее дом. Случаи потери памяти у нее уже были. И он рассказал Салавату Мухаммадуллину, как жил весь этот год и что придает ему силы. Она 16 года, 16 мая, 7 часов утра сказала, пойду в деревню Клетли, родную деревню. С тех пор уже ровно год Анну Тимофеевну Тихон Савельев больше не видел. До родной деревни Клетли пенсионерка тогда так и не дошла. Последний раз ее видели возле Ильинки, но там след и оборвался. Бабушка страдает амнезией. В последние годы часто забывала адрес, какие-то события. Несколько раз ее приводили домой прохожие или полиция. В 2015 году, 15 декабря вроде, привели из улицы уже. Заблудилась она на улице. Но вас-то она узнавала, вас помнила? Иногда узнавала, иногда нет. Анна Савельева пропала 16 мая минувшего года. Была одета в бордовый плащ, коричневую обувь, с собой черная сумка, вспоминает мужчина. 2 недели ее искали все – полиция, родные, волонтеры, но безрезультатно. Нет такого дня, что я ее не думал. Мы никогда не ругались. Вместе они вырастили 2 детей, внуков и правнуков. Мужчина даже обращался к гадалкам, которые сказали, якобы Анна жива и находится где-то в Татарстане. Тихон Иванович не теряет надежды, что однажды жена вернется домой. Каждый день, каждый минут, можно сказать, что. Вот она как ушла из дома, у меня при глазах стоит. Обратился на телевидение с огромной надеждой. Вдруг репортаж увидят или сама жена, или те, кто о ней что-либо знает. И просят любую информацию об Анне Тимофеевне Савельевой сообщить по телефону, указанному на экране. Салават Мухаммадуллин, Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов. Вызов 112. Не платил долги, за что рискует остаться без машины. В Казани арестовали автомобиль водителя, задолжавшего более 60 тысяч рублей. За что арестовывают машину? У меня штраф 60 тысяч по линии КАИ. Оплатить пока не могу, скоро оплачу. В ходе совместного рейда судебных приставов и сотрудников ГИБДД его транспортное средство было эвакуировано. Чтобы вернуть машину обратно, хозяину придется рассчитаться с долгами за 10 дней. В противном случае приставы могут реализовать имущество. Половину суммы задолженности автолюбитель уже оплатил. Еженедельно сотрудниками госавтоинспекции совместно с судебными приставами проводятся профилактические мероприятия по лицам, не уплатившим административный штраф. В Кировском районе лиц, которые не оплатили штрафа более 60 тысяч рублей, таких 12 человек. Опасная велопрогулка, шкодливый ребенок и сильное желание вырваться на свободу. Далее рубрика «Сплошные проколы». Эти велосипедисты еще не скоро вернутся в лес на двухколесном транспорте. Необычный инцидент произошел в Словацком лесопарке. Прикрепленная к шлему оператора камера зафиксировала момент, когда медведь внезапно выбегает на горную тропу и с ревом мчится за одним из спортсменов. К счастью велосипедиста, дикий зверь моментально потерял к нему интерес, после чего свернул с дороги. Чтобы не испытывать судьбу, спортсмены удалились в обратном направлении. А юноша из Франции надолго отбил в себе желание садиться за руль. Находясь в салоне автомобиля вместе со своим другом, 12-летний ребенок ждал своих родителей, делающих покупки в торговом центре. В какой-то момент ему стало скучно, и он решил записать ролик для сверстников, где стал показывать навыки вождения. Изначально ему это удавалось, ребенок удачно сдал задним ходом, после чего решил вернуться на исходную позицию. Но что-то пошло не так. Сами дети не пострадали. Остается лишь догадываться, какие последствия ожидают школьника. Ты зачем вылез-то? Тебя кто в камеру-то просил в клетку вылазить? А кто меня просил сюда засовываться? Жена твоя. Молодой человек так хотел вернуться на свободу, что был готов пройти даже сквозь решетку. Однако гибкость тела уступила желанию увидеть волю. Он попросту застрял, выбираясь из камеры. Вызволить нерадивого задержанного пришлось сотрудникам полиции. Скучно в тот день им точно не было. Это пособие будет для начинающих. Ты не закрывай, мы сейчас вытаскивать тебя будем. Динара Камалова, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Айдар Гумеров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.